Несколько недель назад на канале Абхазского телевидения был показан сюжет. Сказать, что после просмотра материала не осталось равнодушных, это ничего не сказать. Маленький фрагмент сейчас будет представлен вашему вниманию. Абри жәбаҩнаҟны инхоит ԥшьҩык ауааԥсыра, андуи абдуи ҩыџьа рмаҭацәеи, ахәыҷқәа аныдеи абыдеи ирызҳауеит, аашықәса раԥхьа ран еилкаам амзызқәа ирыхҟьаны ари адунеи аанлыжьит. Раб иакәзар ахәыҷқәа рааӡаразы ҭакԥхықәра ихахьы имгеит, даҽа ҭаацәарак аԥиҵеит. Абасала еиҭымхаз ахәыҷқәа андуи абдуи ирааӡоит, аха абраҟа иҳәатәуп, абду Анатоли Ковалински иԥҳа лыԥсҭазаара даналҵ шықәсқәак рнаҩс ихдырра шуашәшәырхаз, убри аҟнытә иаргьы ахылаԥшра иҭахуп, ихала иааныжьра шәарҭоуп. Ну-ка, я тебя люблю, его. Ахәыҷқәа раб Ҭенго Дуганагла иԥарала ихәыҷқәа дрыцхраартә еиԥш аҭагылазаашьа имамзаргьы, исҭахуп ихшара рааӡара далахәызарц. Смоҭацәа ран дрыԥхеит, ан лыбзиабара закәу рыцдырӡом, аха раб иԥсы ҭоуп, ихәыҷқәа иаҭымра рнымԥшырц азы еибабалар бзиан ҳәа сгәалҭеит анду. Спустя буквально неделю наша съемочная группа решила навестить семью. Детей дома не оказалось, они были в школе. Но с бабушкой Наташей нам удалось поговорить. Ахучка интерната анё. А шехейс год ашимтан, а пара по 500 рублей счет каждой недели, и год алгыш ему специально. Уже арани оптера. И засит, ара рехтсква заныртый телефон, а ныртый тиштахар, и цигим Мадина зигину по-братска, и нечто хош, засла афат, что хомани, уй зиги рухетрцы, и сцхрайт, и аргет афат барта. أيه ويجي رحت أعزغب حد حقود رحت أنا بخص رتكر بزيل بوطل حدو ده أنا بجخجك ده نو جيب شكل الخص ده حقود رحت ما كان جاي شكل روبي الخص ودت خجوب درت حشو أيه بس ورتي زي ست خرام ودي شرشو إن شاء الله في ست خرام كم زر أزر يترتم يروحون درا يقول عري يختزي يشيست هذا النمر هن على التلفزيون شنن رحت كرازة أنت يا حي لحقت في نمر التليفون رح وبص هاي برخيت أخش كوي برخو وش يا يقول خطافة برت يزكي زان كتاز شتا я озиге как сесфезу. Данная семья в организации Кераз состоит уже порядка 3 лет. Изначально, когда мы эту семью выявили, нашли, фактически были проблемы это с опекой. То есть бабушка осталась одна с внуками, но ей нужно было официально задокументировать, что она является как опека. Наши сотрудники непосредственно приняли участие в этом. Они обратились к юристам, юристы сделали все документы, и в дальнейшем она на сегодняшний день является непосредственно как родитель для своих внуков. И после этого мы с этой семьей уже непосредственно контактировали, работу вели, то есть непосредственно устройство в лицей, интернат, с поддержкой это продуктами, канцелярией, одеждой. За это время иное количество людей посетили семью. Кто-то помог продуктами, а кто-то вещами. В социальной сети сразу появились публикации. Блогеры решили помочь семье и запустили разные акции для того, чтобы в доме поставить новые стеклопакеты. Доброго дня, дорогие друзья! Мы, салон «Карамель», решили провести благотворительную акцию в помощь семье Ковалински. Мы разыгрываем вот такой вот сертификат на 5000 рублей. Номерочки будут розданы каждому из вас, стоимость всего лишь 200 рублей. Все вырученные денежки пойдут на помощь семье Ковалински, а выберем победителя с помощью генератора случайных чисел. Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными, поддержите нас, пусть и мы внесем чуточку добра и частичку наших сердец в такое благое дело. Спасибо вам большое за поддержку, за помощь. Всем удачи! Изначально я увидела ролик, как и все, на сайте Абхазского телевидения. Очень впечатлил, тронул, и возникла идея. У меня есть
ну, можно так сказать, возможность обратиться к своим подписчикам, которых много, именно с просьбой помочь, оказать какую-то посильную помощь. И в течение одного дня была собрана сумма почти 16 тысяч рублей. И мы, не раздумывая, на следующий день купили продукты, поехали. Я обратилась в фонд Киараз, они мне дали адрес, контактный телефон. Приехали. Конечно, ситуация, которую мы увидели, она очень грустная. Там бабушка, пожилая женщина с дедушкой воспитывают 2 детей, но мы, не знаю, взяли на себя такую смелость как-то опекать их, пока у нас есть на это возможности и ресурсы. Такая инициативная группа образовалась со мной рядом. Это девочки, которые, в принципе, мы регулярно проводим какие-то сборы, помогаем тяжело больным детям из фондов разных. И сейчас тоже все сплотились. Я думаю, что мы как-то возьмем под контроль определенно эту семью. И, в принципе, как таковых сложностей у них нет, потому что это очень сильные люди, хорошие люди. Они направляют свои силы на то, чтобы поставить на ноги детей. Мы им в этом обязательно поможем, потому что у них возраст определенный. Но самый важный вопрос пока так и остается открытым. Замена кровли пока еще не произведена. Но масштабно касаемо ремонта самого здания, дома, мы не принимали участие, потому что бабушка говорила, что я своими силами. И вот буквально мы как бы тоже знали, что она обратилась в правительство, и сами тоже ждали. По ее информации это все как бы затянулось. Но мы сами в данной ситуации не осилим ремонт самой крыши, потому что здесь полный демонтаж самой крыши, начиная с балок, и обойдется здесь больше 200 тысяч. То есть это включая самих мастеров и самого материала. Я, честно говоря, вот, непосредственно хотел бы обратиться в наше правительство, наше руководство. Я думаю, что это небольшая сумма для нашего государства. И я думаю, что та незначительная поддержка от государства, если будет, то сама семья самостоятельно может себя прокормить, содержать. Бабушка как бы получает с дедушкой российскую пенсию, и с нашей стороны будет постоянная поддержка данной семьи. Вот единственная просьба нашего руководства, если они окажут такую поддержку, мы будем благодарны. А что касается сборов, ну, у них есть необходимые вещи, это замена крыши, окон. Это все тоже у нас в планах, мы хотим с этим помочь. Мы после первого визита к ним планируем сейчас еще раз поехать, сделать замеры. Хотели бы обратиться к своим знакомым, у которых есть предприятия по изготовлению окон. Они помогут нам по себестоимости сделать хорошие пластиковые окна. И, конечно, есть еще одна весомая проблема – это крыша. Крышу мы не можем осилить сами, даже если это будут сборы, они будут продолжительные, и поэтому мы хотим обратиться и к главе государства, и, может, к администрации города Сухум. И так как это пожилые люди, мы хотим взять на себя инициативу, написать заявления различные, попросить оказать какую-то помощь. И тогда я думаю, что все вместе мы поможем им. Когда организация Киараз создавалась, работа изначально велась локально. Это касалось продуктов, медикаментов и средств первой необходимости. Направления работы организации ежегодно расширяются и успешно реализуются. Сегодня мы находимся в селе Мук. В этом доме проживает многодетная семья. 7 мальчиков и 1 девочка. И история здесь не о том, как семья нуждается, а о том, как у них скоро появится собственный бизнес. Вот здесь, на приусадебном участке, при поддержке благотворительной организации Киараз построена
вот такое вот здание. Здесь теперь будут выводить цыплят. Приобретены инкубаторы. И 9 абхазских семей будут заниматься частным бизнесом. Когда кучадок он хухо, брахиту, то вот за это мне больше нравится. Сюда цепляться же, птахку уже когда или в хоть момента же нам нахигани то. А это дальше сама по себе работает, а где-то кучадок, ой, обхараджи хоть. И без проблем дальше и та закладываешь яйца, и даже очень удобная вещь. Амша такую? 21 день. Ну, 20, смотря как яйца какие. Шацера? 700 штук какой. Она 200-250 штук можно туда закладывать. Ну, поэтапно хахца халага, поэтапно лучше. Хумшла бежит она. И будет хорошо. Я стыну, схожу, стараюсь, а мы захотели, вложили, не знаю, если Бог даст, получится уже. Я хазан хучик им чтобы потолок опаком загид, все подсоединенное. Мы находимся в семье Бабахидзе Альбины. Она участница проекта по сельскому хозяйству, по разведению кур. Данный грант мы выиграли в прошлом году международной организации. И данный проект, в данном проекте участвует 9 семей. На сегодняшний день проект завершается, то есть это третий этап, где мы приобрели инкубатор, брудер и генератор для того, чтобы вдруг, если не будет света, чтобы брудер работал в автономном режиме. Также приобрели мельницу для того, чтобы уже самостоятельно могли сами перерабатывать корма. Выбор пал на данную семью. Почему? Потому что мы перед тем, как в процессе, когда мы проект реализовывали, мы создали кооператив этой группы, данной группы, инициативной группы. То есть они на сегодняшний день являются индивидуальными предпринимателями. И уже на совете учредителей, то есть данных участников, они сами выбрали как руководителя саму Альбину. И выбор пал на нее, чтобы установить данный инкубатор и брудер у нее. В базе благотворительной организации «Киарас» около 400 малообеспеченных семей. Организация смогла успешно реализовать еще один проект по сельскому хозяйству. Это идея закупить семенной материал овощных культур и раздать сельчанам. Фактически мы поставили перед собой задачу дать человеку удочку, нежели просто делать их иждивенцами. И мы видим, что наши подопечные, наши крестьяне, они самостоятельны, то есть им нужна только поддержка. И не только в этом направлении. У нас еще есть опыт, что мы раздавали семена, саженцы. Вот в том году мы охватили порядка 500 семей, где раздавали семена однолетних культур. И ездили, мониторили и выявили из этих семей порядка 25 семей, где они уже могут масштабно производить. И в этом году этим семьям будет оказана также большая поддержка. Это благодаря также поддержке международной организации, где мы подходить комплексно, где создаваться будет условия для выращивания однолетних культур. Это мотоблоки, вода, лекарственные препараты для лечения. Мониторинг проекта показал, что усилия не пропали даром и получили хороший результат. А вот у вас курятники готовые стоят. Это вы своими силами или все-таки поддержка? Это был тоже такой же какой-то проект, помощь какая-то, не знаю, с Киараза.
Нам обратно также позвонили, ночью все привезли. Вот все, что вы видите. Мы потом уже сами со своим супругом, все построили мы. А так все, что материалы, и сетка, и балки, и шифер, и гвозди, начиная со всего мелочи, нам Кадыр привез. Насколько важно вот сегодня вот в селе, когда нет работы, вот такая вот поддержка, что надежда Да, есть? конечно. Что, во-первых, это вы на продажу, наверное, Да. Да, у нас своя фирма. Я директор этой фирмы, курятника. Не знаю, своя печать будет. Мы свои яйца будем в дальнейшем сообща со всеми вот девочками, кто с нами работать будет. Все вместе будем со своей фирмой по Ютубу, не знаю, по WhatsApp, как что. Выложим всю свою продукцию, курей чищенных. В дальнейшем, я думаю, что будет. Будем продавать свое, конечно, уже столько не будем беспокоить кого-то. Всегда же не будешь у кого-то просить. Своими силами тоже что-то надо. Сколько у вас детей, самому старшему, самому младшему? Ой, у меня 8 детей. 1 девочка и 7 мальчиков. Самому младшему 3 годика, а самой старшей 16 лет. Что самое интересное, Альбина сама смогла собрать оборудование. Схемы, инструкции, интернет помогли ей справиться с поставленной задачей. Нам Кадыр вообще сказал, Альбина, если возможность, если вы в схеме понимаете, что там все по-турецки. Все турецкое и все по-турецки. Я говорю, давай попробуем по схеме что-то. И со старшим сыном взялась, сели тихо, аккуратно и собрали, что вот вы видите, блюдо. И красиво очень. Кто бы не видит, все удивляются, где ты взяла, где что взяли. Вы планируете только курочки или, может, в планах еще какую-то Нет, птицу у меня и индюшки будут, и утки будут, я думаю, и цицатки, и перепелки. Я все собираюсь. Сообща со всеми нашей группой мы поделимся. Кадыр Аргун тоже занимается сельским хозяйством и на собственном опыте знает, что, работая не ленясь, можно обеспечить не только себя, но и другие семьи. То есть в дальнейшем они уже сообща, сами, самостоятельно будут привозить яйца для закладки в данном инкубаторе. И в дальнейшем они уже могут сами и для себя производить, и также для нашего местного рынка. Помимо этого, они могут уже принимать сами заказы. То есть уже те расходы, которые будут они носить в процессе, они уже будут сообща эти расходы покрывать. То есть данное хозяйство, я думаю, что это выгодно для нашего государства и для села, потому что в таком масштабе, включая 9 семей, сегодня редко в Абхазии, что вот это, можно сказать, впервые в Абхазии создан некий кооператив. И мы сами тоже как эксперимент хотим посмотреть, как сообща люди будут вместе работать в одном хозяйстве. У Альбины большие планы на будущее, теперь она хочет помогать другим. У нас одна семья, вот Инга ее зовут. У нее один сын эпилепсик, 19 лет, кажется, ему, а девочка раком болеет. Она должна сейчас выехать. И мы для нее своими этим, выведем. Я выведу ей, и я ей сама от себя сделаю. Есть то другой, у нас нету, ей Корею тоже свое мы вложим, и мы поделимся. Первую партию мы все сообща, кто что сможет дать, мы поделимся, у кого нету. А в дальнейшем они сами говорят, мы сами как-нибудь уже будет, теплота пойдет, и куры нестись будут. Мы уже потом уже свои тоже будем влаживать. Говорит. А первую я вообще хотела с России привезти. Мне здесь обещали привезти яйца с России. И чтобы первый этап я только от себя, чтобы всем поделиться. Вот так хотела сделать, но этот парень отказался. Альбина возлагает огромные надежды на сельский бизнес, уже продумывает о том, как правильно реализовать продукцию. Серьезные надежды возлагает? Да, я думаю, да. Думаю, что получится все. Дай Бог, что получилось у меня. И с моей стороны, там брат работает в таком месте, что все хотят петухов на Новый год, на Старый Новый год. Я сама гудаутская. И все петухов заказывают. Я говорю, подождите, нету. Да, уже есть и на цыплят, и на все, что хотите, все имеем. Клиентов
своих будет хорошо. Я думаю, что Кадыр нам тоже поможет потом как-то продать, как-то кому-то. У нас вообще организация, как сказать, мы должны будем, я лично должна, думаю, я так буду тем же семьям, как вот мы, помогать. У нас такая фирма. Без налогов, там, через всего мы это прошла я. Везде нас и налоговая, и суд, и везде я прошла, и свою печать собираемся, вот должен Кадыр нам привезти. И в дальнейшем я буду те семьи находить, мне Кадыр будет помогать. Тем семьям буду помогать нас, возможности, силы, да. И цыплятами, и яйца захотят, не знаю, куриные, и индюшки, кто захочет. Думаем над тем, как эту продукцию продавать на нашем местном рынке, потому что наши крестьяне очень трудоспособны, готовы производить большую продукцию, но у нас большая проблема с экспортом, даже на нашем местном рынке, потому что в основном мы видим, что наш рынок заполняется не местной продукцией. И мы попытаемся в этом году перекрыть наши местные продукции. И еще это большим плюсом нам дает, что границы закрыты. То есть это со стороны Грузии, что и на сегодняшний день наши граждане также ценить начали нашу местную продукцию качественную. Я уверен, что мы больше 100 тонн вытащим местной продукции для нашего рынка. И наша организация в масштабе не может охватить всю Абхазию, потому что у нас ресурсы небольшие, и в рамках того ресурса, что мы имеем, мы пытаемся поддержать наших крестьян. Если бы это было бы на государственном уровне, я думаю, что наши крестьяне больше производили бы, больше работали бы. И с нашей стороны тоже мы имеем небольшой опыт, могли бы и поддержать, и подсказать, и направить наше руководство. Мы только помощниками будем для нашего государства. Я думаю, что это необходимо, потому что если мы закроем наши села, то город тоже будет голодать. Добро – залог успеха. Глядя на таких людей, понимаешь, что жизнь абхазского села можно возродить.